Дорогие братья и сестры, мы вас приветствуем на видеоканале Трезвый Батя. Сейчас вот завершается лето. Летом многие люди путешествуют. Вот кто-то побывал в Турции, кто-то во Вьетнаме, а я вот побывал в Маюте. Маюта, село Маюта, это вот населенный пункт, который расположен на Чуйском тракте, примерно в 70 или 80 километров от Горно-Алтайска. И вот многие проезжающие по Чуйскому тракту через село Маюта видят вот такую высокую кровлю храма и видят рядом такой необычный аил, то есть вот традиционное алтайское жилище. Я сейчас, и у многих возникает вопрос, что это такое, что это за удивительные сооружения. Я сейчас в двух словах расскажу. Мы находимся с вами рядом с мемориальным комплексом в селе Маюта. Мемориальный комплекс в себя включает православный храм, а также музей истории Алтайской духовной миссии и место погребения православных миссионеров. Вот сейчас вместе с вами мы пройдем и осмотрим достопримечательности знаменитого села Маюта. Село Маюта является побратимом города Парижа. Ну, я не знаю, знают ли об этом французы, но мы не возражаем против такой постановки вопроса. Вот вы знаете, что в Париже есть музей Лувр. И там, возле этого музея Лувра, знаменитым архитектором установлена такая стеклянная пирамида. И вот вы видите, что в селе Маюта тоже есть музей, в оформлении которого фигурирует вот такая прозрачная пирамида или прозрачный конус. Это музей, который расположен в Аиле, и музей этот называется «Свет веры в горах Алтая». Музейная экспозиция называется «Свет веры в горах Алтая». Она рассказывает о православных миссионерах, о тех людях, которые 150 лет назад принесли сюда, в Горный Алтай, Слово Божие. И прошу вас за мной проследовать, вот кратко осмотреть музейную экспозицию. Когда сюда приходят люди, первое, что обращает на себя внимание, это то, что здесь очень светло. Обычно в Аиле бывает темновато, но в этом Аиле светло за счет того, что часть крыши здесь сделана из поликарбоната. Вот, когда этот музей строился, для того, чтобы экспозиция была лучше видна, было принято вот такое решение сделать часть крыши из поликарбоната. Здесь вы видите стенды, на которых рассказывается о людях, которые служили здесь, в Маюте, и в других населенных пунктах Горного Алтая вот, в 19 и в начале 20 века. В середине экспозиции находится картина Григория Ивановича Чорос-Гуркина, которая называется «Проповедь миссионера». Мы видим здесь человека в одежде священника, который сидит и беседует с людьми в национальных алтайских одеждах. На заднем фоне вот здесь вот аил. Вот такую картину беседы миссионера, священника с местными жителями и очень легко было наблюдать еще 150 или 100 лет назад здесь прямо вот в селе Маюта и в окрестных селах. Первыми миссионерами здесь в селе Маюта и теми, кто оставил большой след в истории нашего района и нашего села,
Это был игумен Акакий Левицкий, он был одним из первых врачей в Горном Алтае, потому что он имел медицинское образование. Также протоиерей Арсений Ивановский и вот протоиерей Василий Постников. Вот здесь он на фотографии изображен. Протоиерей Василий Постников прибыл сюда совсем молодым семинаристом после духовной семинарии в 1867 году и прослужил здесь около 40 лет до 1905 года. Его дети стали тоже священнослужителями. Вот здесь вот его сын иерей Владимир Постников, вот здесь вот значит, с другой стороны иерей Сергий Постников, вот, и его дочери, они тоже стали матушками. Очень интересно, вот здесь на стене аила экспозиция, это подлинные фотографии, старинные фотографии из архива семьи Постниковых. Вот здесь протоиерей Василий, уже будучи пожилым человеком, здесь сфотографирован. Его супруга, матушка Стефанида, его сын, отец Владимир Постников. Вот. А здесь вот священник Иннокентий Чевалков, который тоже был священником вот здесь вот в Маютинском стане. Здесь изображен отец Владимир Постников с учащимися Маютинской воскресной школы, которая была основана здесь еще в конце XIX века. На другой стороне мы видим историю, когда храм был разрушен в Маюте, на его месте был построен клуб, вот, и историю возрождения храма. А сейчас мы с вами пройдем к месту, где погребены миссионеры, служившие здесь в 19 веке. Пожалуйста, за мной проследуйте. Посмотрите, как прекрасно здесь все оформлено. Кругом цветы, прекрасно вымощена дорожка, виды чудесные. О храме заботятся местные жители. Вот это староста церковного прихода Тамара Иннокентьевна Аргокова, библиотека сельской библиотеки Марина Анатольевна Курносова и другие местные жители. Здесь всегда цветут цветы, здесь всегда порхают бабочки, но кроме зимы, конечно. Вот. И всегда очень ухоженно и красиво. Сейчас мы с вами подошли к месту погребения вот того самого отца Василия Постникова, протоиерея Василия Постникова, миссионер Горного Алтая, который здесь прослужил около 40 лет. На этом месте он погребен. Здесь также похоронена его супруга, матушка Стефанида, и его дочь Ольга с младенцем, которая вот тоже представилась, будучи еще молодой. Здесь, пожалуйста, посмотрите, иерей Владимир Постников, это сын отца Василия, иерей Владимир Постников, вот, он тоже служил в Маюте и прожил, своего отца он пережил всего лишь на 5 лет, тоже он умер молодым. А здесь погребен отец Иннокентий Чевалков, миссионер Горного Алтая. Он умер примерно в 1918 году, по неуточненным данным. Вот, это родственник отца Михаила Васильевича Чевалкова, который первый писатель и первый алтайский священник. Обратите, пожалуйста, внимание на мемориальную доску, которая укреплена на восточной стене храма. Здесь рассказывается в нескольких словах история этого стана и история храма, его строительства, его разрушения и его возрождения. На этом месте написано здесь: в 1845 году был основан первый походный храм Маютинского стана Алтайской духовной миссии. В 1873 году здесь был построен постоянный храм в честь архангела Михаила. В 1908 году храм был обновлен, а в советское время разрушен. И вот очень интересно, что возрожден вот этот уже новый храм. Он немножко меньше по размерам, конечно, чем тот первый храм. Вот что интересно, он возрожден
усилиями и попечением прямых потомков алтайских миссионеров, которые здесь служили. То есть прямыми потомками миссионеров Постниковых. Конкретно занималась и хлопотала о возрождении этого храма Татьяна Михайловна Ахтулова, она урожденная Постникова, она праправнучка отца Василия. И вот мы всегда молимся и поминаем Марию Николаевну Дольникову, это предприниматель из города Новосибирска, который вместе со своими сыновьями, родственниками участвовал в возрождении этого храма. И он был возрожден в 2010 году и освящен архиереем барнаульским и алтайским епископом Максимом вот в 2012 году. Вот такое прекрасное место, Маютинский Маютинский мемориальный комплекс, который расположен на месте, где располагался стан Алтайской духовной миссии в селе Маюта Шабалинского района Республики Алтай. Мы всех приглашаем вас, кто хочет узнать новые страницы из истории Горного Алтая, кто путешествует по Горному Алтаю, кто интересуется нашей историей. Мы приглашаем посетить этот прекрасный мемориальный комплекс, храм, музей и место погребения миссионеров. Здесь всегда дежурят местные жители, да, Тамара Никентьевна, Марина Анатольевна. Если вы подъедете со стороны Горно-Алтайска, можно оставить машину возле магазина, спуститься сюда немножко вниз, перейти через мостик, через реку Маютинка, и здесь остановиться, и через некоторое время обязательно подойдет дежурный по храму, проведет экскурсию для вас. Можно будет здесь поставить свечи, помолиться и помянуть тех людей, которые трудились здесь в проповеди Слова Божия в 19 и начале 20 века. Кто-то путешествует на Валаам, кто-то побывал в Оптиной, кто-то, может быть, в Серафимо-Дивеевском монастыре или в Иерусалиме побывал. А я этим летом побывал в Маюте, в святом месте, где вокруг высятся громады Алтайских гор, люди чисты сердцем, и здесь прославляется имя Божие. И мы приглашаем вас посетить это святое место. Благодарю вас за внимание. До встречи на видеоканале «Трезвый Батя».